18 многоквартирных домов на 1440 квартир. В рамках данного проекта жильем обеспечено 7300 вынужденных переселенцев. Юнузбек Евкуров и депутаты Народного собрания сегодня заслушали отчет о результатах деятельности правительства за 2017 год. В Ингушетию с рабочим визитом прибыл Сергей Меликов. Сейчас я впервые вижу горы именно летом. Замечательно просто. Места просто чудесные. Знакомство с Ингушским краем прошло на высшем уровне. В республике завершился Всероссийский форум «Блогинг-2018». Подготовка к совершению одного из 5 столпов ислама началась. Комитет по хаджу принимает документы от паломников. Герои живут в памяти народа вечно. Вспомним о судьбе ветерана Великой Отечественной Ахмета Ташфоева. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии Юнузбек Евкуров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в СКФО Олега Белавинцева, в ходе которого рассмотрели вопрос обеспечения экологической безопасности в регионах округа. Открывая заседание, Олег Белавинцев отметил, что запланированные правительством России на 2017 год, объявленный в России годом экологии, мероприятия в области совершенствования управления отходами, охраны водных, лесных ресурсов, животного мира, экологического просвещения способствовали улучшению состояния окружающей среды в регионе, повышению социальной и экологической грамотности населения. Тем не менее, для всех субъектов округа актуальными остаются проблемы в сфере обращения с отходами, загрязнения водных объектов, а также ликвидации накопленного экологического ущерба, что, по мнению Олега Белавинцева, требует принятия дальнейших безотлагательных мер. Экология в качестве одной из национальных целей указана в послании президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года. Контроль за экологической обстановкой в регионе должен быть продолжен, и он, безусловно, продолжен будет. Доклады о проблемных вопросах в области экологической безопасности, а также о результатах реализации мероприятий плана года экологии в 2017 году в Северо-Кавказском федеральном округе будут сегодня представлены к обсуждению. Сегодня в региональном парламенте глава Ингушетии и депутаты Народного собрания заслушали отчет председателя правительства Республики Руслана Гагиева о результатах деятельности за 2017 год. В своем докладе премьер представил итоги в сфере промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, рассказал о реализации инвестиционных проектов, озвучил результаты работы в области социальной и молодежной политики. Репортаж Рины Тичоевой. 2017 год был богатым на события и результативным, поэтому отчет регионального правительства большой и емкий. В нем много цифр и ярких достижений республики. Это и отличает его от предыдущих. Председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев отметил, что в 2017 году работа всех ветвей власти была направлена на обеспечение достойной жизни жителям республики. Денежные доходы на душу населения выросли на 5,4%. Общая безработица снизилась на 3,2%. У нас самые низкие показатели инфляции по Северо-Кавказскому федеральному округу на уровне 2,7%, самая высокая продолжительность жизни по стране свыше 81 года. Средняя заработная плата учителей составила 21 622 рубля, врачей 32 380 рублей, работников учреждений культуры 17 820 рублей, социальных работников 15 840 рублей. Говоря об образовании, Руслан Гагиев отметил, что благодаря введенным в эксплуатацию общеобразовательным учреждениям удалось полностью ликвидировать трехсменный график обучения. За 10 лет в республике построена и реконструирована 51 школа. В настоящее время в республике функционирует 123 школы, из которых обучение в одну смену осуществляется в 53 организациях, по 2 смены в 70 школах. У нас отсутствует школа с трехсменным режимом обучения, однако имеется риск перехода
ряда общеобразовательных организаций на трехсменный режим обучения уже с сентября текущего года. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся за 10 лет, выросла на 14,7% пункта и составила 35,8%. По итогам 2018 года мы планируем довести данный показатель до 40%. По линии здравоохранения введено в эксплуатацию 25 объектов, которые повысили качество жизни населения. Самые крупные – перинатальный центр и детская больница. Благодаря слаженной работе медиков в прошлом году полностью выполнен план диспансеризации населения. Его прошли 68 тысяч жителей республики. Ну а детская смертность сокращена на четверть. За 10 лет республики построено 25 объектов, в том числе в 2017 году такие крупные объекты, как перинатальный центр и республиканская детская больница. У нас не только сохранена детская деятельность всех акушерских пунктов и врачебных амбулаторий сельских населенных пунктов, но и построено 9 новых зданий для их размещения в сельских поселениях: Кантышева, Далакова, Чикажева, Гули, Акир, Гейда-Кюр, Зязика-Кюр, Верхняя Чулки и Галашева. Автопарк станции скорой медицинской помощи в прошлом году пополнился 10 автомобилями скорой медицинской помощи. Как отметил Руслан Гагиев, спорт – еще одно направление, которое успешно развивается в нашей республике. Построены спортивные объекты, многие из которых для региона стали стратегическими. Проведено много значимых спортивных мероприятий, создано удобство для развития всех видов спорта. Росту численности населения, занимающегося спортом, способствуют высокие достижения наших спортсменов. Строительство новых и реконструкция существующих спортивных объектов. Большое число спортивно-массовых мероприятий, которые проводятся на территории республики. Только в 2017 году в республике проведено 70 спортивно-массовых мероприятий, наиболее значимыми из которых являются чемпионат России по вольной борьбе, 2 чемпионата и первенства России по альпинизму, международные турниры по смешанным боевым единоборствам, битва в горах, битва в Ингушетии, битва на Арктике. Помимо прочего, обозначил, что общими усилиями решен целый ряд острых проблем. Новые объекты, построенные в регионе, позволили, по словам Гагиева, улучшить качество жизни населения. Регион вышел в лидеры по строительству жилья. Первоочередная задача в этом направлении – обеспечить вынужденных переселенцев жильем – решена. За короткий пятилетний период реализованы масштабные проекты жилищного строительства. Построены жилые микрорайоны для вынужденных переселенцев из Чеченской республики в сельском поселении Яндыри и северо-западном районе города Назрани. 18 многоквартирных домов на 1440 квартир. В рамках данного проекта жильем обеспечено 7300 вынужденных переселенцев. Кроме того, с 2008 года гражданам указанной категории выдано 576 жилищных сертификатов. Еще несколько лет назад в нашей республике для вынужденных переселенцев выделялся только лишь один сертификат в год. Но в результате неоднократных обращений нашего руководства во главе с главой республики и работы, проведенной в федеральных органах власти, в 2017 году мы смогли выдать 222 жилищных сертификата. Сектору малого и среднего предпринимательства Руслан Гагиев традиционно уделил большое внимание. Ведь для любого субъекта ее экономические показатели имеют большое значение. В этой сфере задействовано около 22 тысяч человек. Вклад малого бизнеса в формирование валового регионального продукта по оценочным данным составляет до 62%. С 2008 года в республике оказана государственная поддержка 3500 субъектов малого предпринимательства. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства республики составляет около 29 миллиардов рублей, увеличившись за 5 лет в 2 раза. Объем налогового поступления от деятельности малых и средних предприятий составляет около 500 миллионов рублей. Данный показатель по сравнению с 2012 годом вырос в 3 раза. В текущем году у нас предусматривается реализация большого числа проектов, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей. Много объектов в рамках федеральной целевой программы экономического развития построено за 10 лет в Ингушетии. Мы за 10 лет ввели около 500 объектов различной направленности. По другим находимся на завершающем этапе работы. Я благодарю всех, кто на протяжении многих лет участвовал в этой работе. Благодарю правительство, вице-премьеров, министров, руководителей ведомств, органов исполнительной власти, депутатов Народного собрания. После отчета правительства о своей работе руководители различных министерств и ведомств воспользовались возможностью задать интересующие их вопросы главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову. Прошедшие выборы президента страны показали высокую популярность президента, высокий процент явки и голосов за него. Это просто подтверждает и вашу высокую популярность нашей республики. В то же время находились отдельные сторонники и доверенные лица наших некоторых кандидатов, которые в принципе занимались критиканством.
И потом они, как правило, появляются на общественном поле в период каких-то кампаний, избирательных кампаний, потом исчезают. Это же было, и вот последний год тоже это показало. Например, когда их пригласили на контрдебаты КПРК, они туда не явились. Как, на ваш взгляд, стоит ли нам продолжать вот эту практику приглашения критиканствующих, не критикой занимающихся, а критиканствующих на общественное информационное поле, для того, чтобы с ними вести соответствующие дебаты. И когда доверенные лица на телевидении, это их право, никто их по закону не преследует. Мы видели дебаты, которые проходили на площадках в Москве, на центральных каналах, потому что и какими-то определенными там высказываниями, оскорблениями, обливанием водой, там еще чем-то. Ну, у нас до этого не дошло, но тем не менее, это живая критика, живая история, живые дебаты. Это, наверное, есть сам смысл всех дебатов. Глава отметил, что дебаты – это критика, без которой невозможна ни одна предвыборная кампания. Ну а для того, чтобы убедиться в том, что соответствуют ли они реальности, и проводятся контрдебаты. Те люди, которые были доверенными лицами, они же по ряду причин стали доверенными лицами, или же в том числе за определенную материальную выгоду или оплату, это тоже что-то плохого, или же из личных убеждений за свои средства, какие тоже есть. То есть, выборы закончились, а зачем дальше в этом участвовать? Поэтому они и ушли в сторону. А наше дело пригласить, не пришли, это их не. И людям объяснить на контрдебатах, что имелось в виду. Потому что по каждому пункту, объясняя населению, что это или соответствует действительности, то, что было на дебатах, и критика, и мы благодаря этому исправляем ситуацию, или же это не соответствовало действительности. Это надо тоже не просто говорить, а обосновывать и доказывать. Депутаты Народного собрания поинтересовались у главы, планируется ли в Суже строительство очистных сооружений в этом году. Город, он совершенно должен быть когда есть и подземная инфраструктура, и надземная инфраструктура. Это городские атрибуты, которые должны присутствовать. Наша основная проблема в любом случае это в отсутствии средств. Нам надо над этим работать, и, конечно, очистные сооружения, в том числе мы сейчас изучаем, каких федеральных программах мы можем принять участие. В этом, кстати, имеет задачу и просьбу наш сенатор Белан Хамчиев. Этим занимается вице-премьер в Москве Игорь Пановский. То есть мы хотим вот это активное участие принять, получить поддержку федеральную, в том числе для того, чтобы все-таки и очистные сооружения, и проблемы с водой уже служат, и, конечно, инфраструктуру города как такого развивать. А на вопрос земель для пастбища глава отметил, что недавно на канале Ингушетии он увидел картину, как каким-то образом у земель, отведенных на пастбище, появились хозяева. Юнуспек Евкуров отметил, что такие ситуации недопустимы, и глава сельского поселения должен знать, кто присваивает эти территории незаконно. Когда там глава села выступает, вот мы человек, который там начал строить дом. Во-первых, глава села ни слова не говорит о том, что этот человек начал незаконно строить дом. Вот этого человека нет никакого разрешения на строительство дома, что глава села ему не давал. И глава села об этом не говорит. Он говорит, мы с этим человеком уже договорились, мы ему в другом месте дадим участок и так далее. Вот здесь опять же и проверка своей безопасности, на каком основании глава села кому-то дает участок земли. А где это там его хотелки там, или пожелания? И почему этот человек без разрешения начал строительство дома там, где эта земля признана пастбищем, не сегодня, а давно уже. И кто ему эту землю там дал на этом участке? Такая же картина на Заркоте, такая же картина в Далатово, в Кантыше, в Литве. Для этого я еще раз говорю, там правительству надо там взять на заметку вместе с Министерством имущества. Именно определить те точки, где должны сказать. Но сделать это таким образом, чтобы проработать маршрут скотопрогона. А не так, что определили место, а скотину как-то привезти уже нет направления. Чтобы изучить и учитывать и это направление.
Глава отметил, что власти должны отвечать на вопросы населения и призвал их взаимодействовать с жителями республики. Перемены к лучшему, они видны и слепому, и не слепому, всем видны. Не надо особо огорчаться в том числе кабинету правительства о том, что вот там критикуют. Это нормально, я еще раз подчеркиваю. Это, если бы не было критики, было бы совершенно непонятно, куда мы идем. Критика – это все-таки направление и все-таки как домашнее задание к исправлению своих ошибок. В этом ничего нет удивительного. Мы в республике сделали буквально, я не скажу за 10 лет, а скажу за 6 лет. Мы сделали столько, что не было сделано ни за время советской власти 70 лет, ни за время потом современной России или современной Ингушетии. Не надо этого стесняться. Это нормально. Если кто-то будет рассказывать, что только сейчас федеральный центр начал помогать республике, сказки, это вранье. Каждый период при каждом руководителе выделялись не меньше средств, не меньше было преференций, не меньше было возможностей. Если брать там особую экономическую зону того периода, поверьте, ни один субъект не мог этого добиться, в том числе такие монстры, как Москва, Татарстан, там, или Хабаровский край, там, или Екатеринбург. Мы добились этого. Но при каждом периоде власть старалась делать все, что может, для того, чтобы республика возродилась, стала полноценной республикой. И мы с вами наглядные свидетели того, что мы уже сделали за эти буквально 6 лет. Почему? Потому что 4 года я не беру в плане того, что эти 4 года были связаны больше с борьбой с терроризмом, с экстремизмом. Здесь этим надо гордиться, это надо говорить. Почему? Потому что это реальный сектор и экономики, и социалки, и так далее. Ну а в конце встречи глава Ингушетии отметил, что для дальнейшего динамичного развития нашей республики существует одно ключевое слово – общественное согласие. Ну а законодательная и исполнительная власть должна действовать во взаимодействии, отметил глава Ингушетии. Лина Цичоева, Рахман Суров. Новости 24. В Ингушетию прибыл заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Сергей Меликов. В рамках рабочей поездки Меликов посетил базу ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии. Гость осмотрел медицинскую часть, кабинеты для офицеров, новую столовую. Мадина Пугоева расскажет подробнее. Новое здание теперь обживают бойцы ОМОНа, СОБРа и авиационного отряда специального назначения. Стартовавшая в начале этого года масштабная реформа спецподразделений Росгвардии позволила объединить все эти структуры воедино, а также улучшить условия для отдыха и несения службы сотрудников. Какие условия созданы, лично проверил заместитель главнокомандующего войсками Национальной гвардии России. Где-то около 80, наверное, у нас. С кем в основном? В основном это у нас охрана общественной безопасности, охрана общественного порядка, поэтому мы выезжаем. Розыск, ЦП. ЦП тоже привлекаетесь, да? Да. Отдел экономической безопасности. Далее Сергей Меликов оценил новую столовую. К услугам поваров готовы мясной цех, холодный, овощной, кладовая, сухих смесей и другие помещения для персонала. Поесть здесь могут одновременно до 100 человек. Оборудование уже установили, осталось завести продукты и начать готовить. 3 повара. Всего в штате 3 повара? Так точно. Ну а вы как штат-то подавали? Заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России также осмотрел медицинскую часть, кабинеты для офицеров, места, где располагаются группы оперативного реагирования, а также их новые казармы. Сергей Меликов ознакомился и с условиями физической подготовки бойцов спецподразделения. Помимо просторных спортзалов, здесь также имеется и футбольное поле. На данном этапе оно готовится к летнему сезону, и футбол станет частью физической подготовки для сотрудников спецподразделений ОМОНа и СОБРа Управления Росгвардии по Республике Ингушетия. Это станет не только дополнительной физической подготовкой, но и частью досуга.
Здесь же на свежем воздухе бойцы Росгвардии смогут проходить и высотную подготовку. Чуть дальше от тренировочного полигона расположилась и автозаправочная станция, поэтому в случае необходимости они смогут оперативно выехать на задание. Весь служебный транспорт, кстати, находится в просторных гаражах. Это пассажирские и легковые автомобили, а также бронетехника. Все эти подразделения входят в состав управления Росгвардии по Республике Ингушетия. Находятся они в одном месте, потому что выполняют схожие задачи и во многих пунктах взаимодействуют друг с другом в повседневной служебной деятельности. Регулярно проводятся совместные занятия, и нахождение их вместе позволяет рационально распределять силы и средства для выполнения ежедневных служебно-боевых задач. Находясь под одной крышей, бойцы ОМОНа, СОБРа и авиационного отряда смогут повысить свою мобильность и эффективность, а уже скоро сотрудники Ингушского управления Росгвардии смогут в полной мере оценить условия, созданные для них в новом просторном и комфортном здании. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Уже позже в Магасе глава республики Юнузбек Кивкуров принял у себя первого заместителя директора Федеральной службы войск Нацгвардии Сергея Меликова. В ходе беседы стороны обсудили вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности населения в республике, а также эффективность оперативно-служебной деятельности управления Росгвардии по Ингушетии. Юнузбек Кивкуров отметил тесное взаимодействие структуры с местной властью и всем силовым блоком региона, что положительно сказывается на обеспечении безопасности жителей Ингушетии. В свою очередь Сергей Меликов подчеркнул, что отношения между Федеральной службой и руководством республики поддерживаются на очень высоком уровне. И поблагодарил руководство региона за организацию совместной работы в период подготовки проведения выборов президента России. Первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии высказал слова благодарности Юнузбеку Евкурову также за внимание к военнослужащим, которые выполняют свой долг на территории Ингушетии. Отношения между Федеральной службой и Республикой Ингушетия, руководством республики, они продолжают быть на очень высоком уровне, и тому свидетельствует большой знак внимания, уважения, привет от нашего директора Виктора Васильевича Золотова. Он тоже просил с вами обязательно встретиться и обсудить проблемные вопросы, если они есть. Хотел бы вас поблагодарить за организацию совместной работы в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. Я сегодня уже встречался с нашими руководителями на местах. Все было действительно организовано и было комфортно работать, потому что люди понимали задачу и знали, с какими целями они должны этот день завершить 18 марта. Я имею в виду не только его, но и те дни, которые предшествовали всей подготовке. Сегодня посетил тот объект, который мы с вами в одну из предыдущих поездок посещали вместе. Значит, у нас отряд мобильного особого назначения переместился на базу в Карабулак. Буквально недавно туда перемещен и специальный отдел быстрого реагирования. Сейчас идет такой процесс обживания. Значит, я сегодня посмотрел, примем решение, окажем помощь, особенно в оснащении объектов учебно-материальной базы, потому что там все условия есть, можно заниматься, как говорится, сохраняя все элементы готовности к выполнению задач на месте. Вот, поэтому будем дальше развиваться, и как мы с вами определялись, в момент нашей готовности я вас приглашу туда, и если вы не будете против, мы все-таки там организуем соревнования по тем видам спорта, которые позволяют объекты, находящиеся на базе ОМОНа и СОБРа, проводить. Стрельба, это игровые виды в зале, ну и, наверное, там какие-то элементы тех видов спорта, которые мы оба с вами любим, ценим. Сегодня второй и заключительный день Всероссийского форума «Блогинг-2018», который проводился по инициативе главы республики Юнузбека Евкурова. В первый день блогеры посетили равнинную Ингушетию, познакомились со многими достопримечательностями и особенностями ингушского народа. Ну а сегодня второй день форума прошел в горах. Там участникам показали и рассказали о всех культурных памятниках истории ингушей. Репортаж Индиры Манкиевой. Стереотип о том, что утро добрым не бывает, сегодня разбит участниками «Блогинг-2018». Как только взошло солнце, все они отправляются знакомиться с Ингушскими горами. А в помощь канатная дорога в Арымхи. Ну, реально, виды потрясающие. Типа, вот, если сравнивать с Москвой, здесь очень чисто и природа другая. Вот. Ощущение, типа, как будто какой-то бабушки в деревню приехал. Очень красивый вид, вот, особенно вот на Столовую гору. Вот, и реально с той высоты видно, что она вот, ну, больше вот похожа вот именно на Столовую. Там понравился вот разлом есть вот в скалах. Да, и там такой огромный камень лежит, такой, ну, классный. Виды классные, пофоткали, поснимали. Вы знаете, я второй раз в Ингушетии, но первый раз в горах.
Впечатления просто незабываемые. Даже вот сегодня мы утром проснулись. Вчера приехали, было темно, а сегодня, соответственно, утро, рассвет и горы, высота. Ну, просто восторг переполняет. Тем более первый раз на канатной дороге прокатиться. Сегодня, в принципе, я впервые увидел именно ваши горы, потому что мы ночью ехали по этим горным серпантинам, и, слава богу, мы не видели, какие там резкие обрывы. Только сегодня утром все это узнали, насколько опасные участки мы преодолевали. Честно говоря, горы просто великолепные. Я летом еще ни разу не был в горах. Я там был в Домбае зимой на горнолыжном курорте, тоже снимал, тоже делал репортаж. Но сейчас я впервые вижу горы именно летом. Замечательно просто. Места просто чудесные. Ну а пока кто-то никак не может насладиться прекрасным весенним горным воздухом, кто-то уже вовсю работает. Здесь как раз уместно выражение «на войне все средства хороши». Вот и молодой блогер решил воспользоваться подручными средствами для того, чтобы записать респондента. А мы, проявив журналистскую солидарность, охотно поделились своим микрофоном. За ответ микрофон. В общем, этот микрофон мне больше не нужен. И наше оборудование сегодня поменялось на новое современное оборудование. И мы идем дальше. Ну а дальше блогеров ждет увлекательная экскурсия по Джейравскому району. Путь лежит к башенному комплексу Эгикал. Одно из самых отдаленных сельских поселений Гули с чуть ли не с наименьшим количеством жителей. Село является достопримечательностью района. Кажется, что даже воздух пропитан прошлым, признаются блогеры, и никак не хотят уезжать. Виды, которые открываются из окон машин, просто завораживают наших гостей. Многие из них ни разу не видели Кавказские горы так близко. Уже по дороге блогеры думают над тем, какие планы и в каком ракурсе снять, чтобы как можно лучше передать своим интернет-зрителям ту красоту, которую они видят сами. Просто можно сверху, грубо говоря, мы там все внизу стоим, можно сверху прям красиво кашу. А в какой-то момент, уже не сдержавшись, нарушая план, делегация даже останавливается, чтобы подышать этим воздухом и окунуться в древнюю историю Ингушетии. Ну и, конечно же, как без фотосессии. О, это прям вот ради этого можно было приехать в Ингушетию. Прям переполняет горы, просторы и просто сумасшедшие впечатления, сумасшедшие ощущения. Очень хочется приехать снова, я просто поеду сюда на машине. Не будет никаких туристов, никого. Просто приехать, остановиться, чтобы никто не мигал, не звал никуда, не дергал. Просто чтобы время остановилось. Сесть и чтобы все остановилось. Да. Вот. Спасибо большое. Обязательно. Пусть остановится время именно здесь и сейчас. Гостей знакомят с национальной кухней, и, судя по всему, пришлась она им по душе. Пока все заняты поеданием чапельга, Иван Лашманов никак не может насладиться горным видом. В республике он впервые и приехал с особой миссией. И признается, как только доберется до дома, сразу же обратно, но уже вместе с женой. Я дизайнер-модельер, аксессуаров, да. Моя мастерская уже 300 лет скоро будет, да? И я в этом году буду праздновать юбилей. Вот. В моей мастерской не просто 300 лет, да, в моей мастерской присутствовало 300 лет? 300 лет, да, с 1718 года. То есть это древо было и фамильная мастерская моих дедов. Сейчас я его поднял, вывел его на новый уровень, получил как бренд. И 5-й год я занимаюсь профессионально им. Я сделал специальную коллекцию памятные места Ингушетии, изучил этот весь момент, изучил памятные места, сделал орнаменты, то есть это, да, то есть это будет портмоне и чехол для телефона. А вот, наконец, и башни. Времени мало, а успеть нужно много. Сделать подсъемки, записать стендап, да и главное, просто насладиться невероятными строениями прошлых веков. Зоя Богданова ведет блог о здравоохранении и, конечно, как без путешествий. Посетив башенные комплексы, она уже знает, о чем будет писать и рассказывать подписчикам. Девушка всерьез задумалась о том, чтобы в процесс современного строительства внедрить методы наших дедов. Они совершенно неожиданные, они интересные, правда, очень много интересного, особенно про молоко. Про то, что, оказывается, для того, чтобы найти место, нужно было налить молоко и ждать, что оно не впитается. Про то, что, оказывается, несмотря на то, что они из разных пород их взвешивали, и по весу они все одинаковые. И очень меня удивило, что строили с учетом ветров, местности, дождей, и поэтому они простояли столько лет. Вот это, конечно, удивительно. Мне кажется, что современные строители могли бы использовать эти секреты, и современные здания стояли бы намного дольше. Вот такой совет. Следующая остановка – храм Тхыба-Ирды. Интересная находка именно для тех, кто увлекается историей. Блогерам рассказали, что это за сооружение. Ну а в завершении экскурсии памятник, посвященный событиям осени 92 года. Эта история тронула до глубины души всех участников. Индира Манкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24.
Глава Ингушетии на встрече с руководителем Фонда социальной поддержки населения «Солидарность» Магомедом Харсиевым обсудил итоги работы благотворительной организации за прошлый год. На встрече также присутствовал руководитель управления по делам религии Ахмед Эльджаркиев. В 2017 году сумма добровольных отчислений в пользу благотворительного фонда составила более 5 миллионов рублей. Денежные средства пошли на оказание помощи социально незащищенным слоям населения. Так, для нуждающихся семей приобретено 5 щитовых домов и 1 жилой вагончик. Жилье устанавливается на фундамент, облицовывается кирпичом и качественно утепляется. 30 семей из категории остро нуждающихся получили различную помощь в создании и улучшении жилищно-бытовых условий. В конце августа прошлого года фондом проведена благотворительная акция «Собери ребенка в школу», приуроченная к началу Нового года. Кроме того, фондом «Солидарность» проведена благотворительная акция «Поможем детям Сирии», в ходе которой отправлено 15 тонн гуманитарного груза в Сирийскую Арабскую Республику. Вы свахты делали, очень межрегиональные, исламские, интеллектуальные играли свахты. Кофе, ничего, хартила, путевку делаешь, это призвал мотивацию, где путевки, я ушел, вот же планшет хамар. Так, вы маркер, это вчера, ребята, маршрут, я говорил, амбициаты, маркер, шмотик, штрафы, я хаю. Так, я хамар делал, за счет дополнительных средств, я даже хамар спонсор уже. Да, у нас по фонду, я был свахка, маркер, Теста маркета, выглядывали, что бар, бар садовый, конца что исполнитель ходил, я тут положил, сам удерживал. Так, бар бера, школе, да, биржке что ли, это барска, ай что ли, барска, школа, еще уже хамажа. Там сол соло, видел, это надо вчера, вчера, я цадил, почти ходил-то. Я цадил, сол соло, считываю цадил, потому что я очень хавну, что даже тебе нравится, вот ты же, фундамент, вот фундамент, вот ты кирпич на облицо появляется. Уже капитальный цадил, утеплен, уже капитальный цадил, и далее полностью всех ходят вот. Было бы сол соло, твоя цена, стоимость ходят, ход уже, это перенчуешь, вот цахлишь, шкади, حبيبي صدق وحفيظ Сейчас прервемся на короткую рекламу, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Подготовка к совершению одного из 5 столпов ислама началась. Комитет по хаджу принимает документы от паломников. Герои живут в памяти народа вечно. Вспомним о судьбе ветерана Великой Отечественной Ахмеда Тарчхоева. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. Во всем мире стартовала неделя иммунизации. Она проводится с 2012 года под эгидой ООН по инициативе Всемирной организации здравоохранения и продлится до 30 апреля. По оценкам ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. К сожалению, на сегодняшний день в мире насчитывается около 20 миллионов невакцинированных или недостаточно вакцинированных детей. Пройти вакцинацию должны и будущие паломники, но это ближе к вылету. А пока в комитете по хаджу начался прием документов. Жители Ингушетии проявляют активность. Около 300 человек уже выразили желание посетить святыни Мекки и Медины в этом году. Напомню, что Саудовская Аравия ввела новые требования к паломникам. Все подробности у Микаила Тангиева.
Работа по приему документов в комитете по хаджу уже началась. На сегодняшний день заявки на осуществление паломничества подали около 300 жителей Ингушетии при выделенной на республику квоте в размере 1400 паломников. Тамара Мальсагова давно мечтала попасть на эти священные для каждого мусульманина земли. К сожалению, до сих пор ей это не удавалось по состоянию здоровья. Но на этот раз, с дозволением Всевышнего, она в числе тех, кто совершит паломничество в этом году и сможет осуществить один из 5 обязательных столпов религии ислам. Перечень необходимых документов для паломника, выезжающих в этом году, не претерпел существенных изменений. Всем желающим посетить святые места нужно будет приобрести биометрический паспорт нового образца, 3 фотографии 3×4, копию паспорта и квитанцию об оплате за поездку. Кроме того, в целях безопасности паломников, как минимум за 10 дней до отправки, в комитет по хаджу Ингушетии нужно будет предоставить свидетельство о вакцинациях против таких смертельно опасных заболеваний, как менингит и дифтерия. Стоит отметить, что начиная с этого года саудовская сторона ввела некие изменения касаемо пересечения границы Арабских Эмиратов, а именно введение электронных виз для паломников. Это необходимо для сокращения времени и прохождения таможенной проверки. Срок последнего приема документов посольства Саудовской Аравии в связи с введением новой формы визирования, это электронная форма открытия виз, ограничена до 10 июня. И поэтому есть пожелание и просьба ко всем желающим совершить хадж, чтобы заблаговременно люди обратились в паспортную службу по оформлению загранпаспорта, и чтобы вовремя они успели получить его. Также в обязанности работников комитета по хаджу входит заблаговременное прибытие в Мекку и Медину, где они уже ожидают паломников. Их задача на месте обеспечить прибывших всем необходимым. Паломники из Ингушетии отправятся в хадж в июле этого года. Для совершения хаджа организуют прямые чартерные рейсы из аэропорта Магаз в аэропорт Медины. Такая договоренность уже достигнута с авиакомпанией Ютейр. По оценкам Министерства хаджа Королевства Саудовская Аравия, хадж-миссия России в который раз признавалась одной из лучших. Микаэл Тангиев, Рахман Цуров, Новости 24. Ингушетия представила свою продукцию на первой международной выставке «Халяль-Экспресс-2018» на территории крупнейшего агрокластера Food City. Продукцию республики представил торговый дом «Ингушетия». Гостям продемонстрировали стенд региона с экологически чистыми продуктами – медом, водой Ачалуки и Обанхейм, высокогорным чаем, крупами, шоколадной пастой и сахаром. Отмечу, что ранее был подписан первый меморандум о сотрудничестве между торговыми домами Ингушетии и Казахстана. Ингушетия планирует закупать у Казахстана муку твердых сортов, макаронные и кондитерские изделия, а также пищевую и производственную соль, текстиль и обувь. В свою очередь, республика поставит для Казахстана воду Ачалуки, яблоки из сад-гиганта. В преддверии 73-й годовщины победы советских войск во Второй мировой мы вспоминаем о героях, стоявших на защите Родины. Один из них – Ахмед Тарчхоев. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в освобождении от фашистской армии Польши, Румынии, Венгрии и Болгарии. Был контужен и несколько раз даже попадал в плен. О героической судьбе ветерана сюжет Жаридат Халухоевой. Несломленность и честь в чертах лиц каждого из павших на фронтах Великой Отечественной. Они смотрят на своих потомков со старых фотографий молодые, а вся грудь в орденах. Среди них и Ахмед Тарчхоев, ветеран Великой Отечественной войны, рядовой и просто миролюбивый человек. Он прошел 4 года войны, чтобы миллионы людей видели только светлое и мирное небо. О его подвигах и лишениях на пути к этому вспоминали сегодня его сыновья. Как-то его ранили. И без сознания он лежал. Его подняли, потом отвезли в госпиталь, умыли, помыли, потом только узнали, кто он. И после ранения опять он
выполнял свою часть. Родился Ахмед в 1918 году в селении Икажево. В 1939-м, будучи 16-летним подростком, он самовольно пошел в армию. Отслужив лишь год, он узнал, что такое война. Свой первый бой в июне 41-го Ахмед Тарчхоев принял в районе Бреста. Участвовал в освобождении от германской армии Польши, Болгарии, Румынии и Венгрии. Был контужен и несколько раз попадал в плен. Каким образом он там освободился, я не помню, как он сказал. Он оттуда освободился. Два раза его, один раз ему хотели расстрелять его сперва, а потом тынковать. Он так рассказывал. Как-то у них расстрел. Пенек один ставят они, и голову вложат туда, и пенек туда, второй пенек на голову, чтобы ударить его. Такой суд у него был. В конце 1944 года при взятии Будапешта был тяжело ранен и отправлен в госпиталь на Украину. Оттуда был переведен в Баку для дальнейшего лечения. Несколько лет работал трактористом при поднятии целины в Кустанской области. Здесь же женился и появились дети. На родину Ахмед вернулся только в 1956 году. Обосновавшись в Малгобеке, работал оператором нефтепромысла НГДУ «Малгобек-нефть». Имеет множество наград, в том числе орден Отечественной войны второй степени. Сегодня китель ветерана войны с боевыми наградами и знаменами хранится в Государственном музее краеведения. Мы благодарны родственникам за то, что они передали, несмотря на ценность этих вещей, в дар музей. То есть фотографии, документы, удостоверения, справки и многое другое. Нам его вещи передал сын Бехкан в 2012 году. Также у нас постоянно экспозиция находится фотография на стенде Курско-Орловской дуги. Каждый, были пятилетки тогда, каждой пятилетки вот, без медали не обходилось. Вот у него сейчас висят там все, не все медали, ордена, которые у него много было грамот, там почти ежеквартально он получал грамоты. Мы не сохраняли, мы были маленькие, не знали, что это такое. Вернувшись к мирной жизни, он не очень любил вспоминать про войну. И, как признаются дети, они сами не часто задавали вопросов. Сегодня, на вековом году его рождения, они вспоминают не только его болезненное военное прошлое, а то, каким искренним и добросердечным человеком он был. حتى جدول جاي الوسبيتال وغر دا بيجي تصوغر قاش يخدو مورت خوالر تخي برتين كاجو حاجي زمنو تا حقيقة شتا دخدي جمريت يعني تتسمع جدوت بدو ترتو الصوجو تاش خلخيت شحما جدوت خلخيت ترتو راح وغات الخلون جوتروخو شي خلون جوتروخو شي نو وسش تخيشار شي نو وسي تك بوخر دايم До последнего Ахмед отдавал все свои силы на благо Родине и поклонению Всевышнему. Также воспитывал и своих 8 детей. Человек, память по которому ярче вечного огня. Он ушел из жизни в июне 1998 года в возрасте 80 лет. Его 100-летний юбилей родственники решили отметить чтением Маулида. Жарайдат Халухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. В целях реализации приоритетного направления стратегического развития страны, реформа контрольной и надзорной деятельности, в Государственной инспекции труда проведены публичные обсуждения за первый квартал 2018 года. В представленных докладах говорилось о результатах проведенных проверок, а также подробно были разъяснены требования новых федеральных законов и других правовых актов. Особое внимание обратили на вопросы профилактики правонарушений в сфере охраны труда. Также в целях защиты прав трудовых работников были представлены новые интернет-сервисы «Электронный инспектор», разработанные для работодателей, и приложение «Я-инспектор» для обычных граждан России. Сервис «Электронный инспектор» разработан для работодателя. То есть это сделано для того, чтобы работодатель мог зайти на сайт, ввести указанные соответствующие данные и узнать, нарушаются ли им трудовые права своих работников и нарушается ли трудовое законодательство. То есть, например, он может ввести условия своего заключенного с работником трудовых договоров, все условия. Там по ссылке все понятно, все разъяснено. И в конце вот этот сервис даст понять, есть ли у него нарушение именно указанной деятельности. То есть при заключении трудового договора были ли соблюдены трудовые права и заключен ли этот трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством.
Для профилактики идеологии экстремизма и терроризма приоритетным направлением остается работа с молодежью. Так в Малгобеке прошла очередная встреча со школьниками. Ребят призвали к бдительности и осторожности. Впрочем, на повестке дня были и другие, не менее важные вопросы. О них подробнее расскажет наш корреспондент Зарема Ивлоева. Чаще всего жертвами террористов и одновременно живым орудием в их руках становятся именно молодые ребята. Вербовка через интернет – главная тема беседы. Богослов Хусейн Гелисханов напоминает, что начинать нужно с самого малого и при этом самого трудного – саморазвития и самовоспитания. Половина религии, ламнус, бархыз, загет, хожол. Чуйка чудовожны, нис ахден, хозголокды. Хозголок малады, вакка шусидер, вакка варлатыр. Сыннак бытыр. В зале ученики 10 и 11 классов, почти выпускники. Потому гости говорят со школьниками на самые сложные и актуальные темы. Представитель ГИБДД рассказал, что за 2018 год только в Малгобеке в автокатастрофах погибло уже 12 человек. А в преддверии выпускного инспектор просит молодежь не садиться за руль без прав. Сейчас на этот год доставлено 7 человек без прав несовершеннолетних школьников. По ним ведутся меры, их наказывают, штраф 30 тысяч родителей. Меня очень сильно шокировало, что в моем маленьком городе произошло столько много аварий и так много людей умерло. Мне бы хотелось, чтобы эта цифра оказалась намного меньше, чтобы погибало намного меньше людей. Представитель МЧС напомнил о трагедии в Кемерово и попросил ребят взять в привычку элементарные правила безопасности, изучить план эвакуации в школе, выключать электроприборы и быть бдительными. Кроме того, спасатели пригласили школьников на экскурсию. У вас уже возраст выбора профессии. У нас есть сейчас в республике пожарно-спасательный колледж Сунжи. Хорошо сейчас развернулся, есть и мощности учебные, и общежития, и все остальные вещи. Милости просим. Помимо этого, если вы соберетесь группой, ждем вас. Проведем вам экскурсию в пожарной части, более детально все, что вам интересно, расскажем. Трагедия в Кемерово стала тревожным звонком для всей страны. Проверкам подверглись и все госучреждения и магазины города воинской славы. Были, конечно, где-то недостатки, но так получилось, что все руководители этих данных организаций, они все эти исправили. И я думаю, сегодня, на сегодняшний день, в этом вопросе, значит, положение исправлено. Я думаю, у нас не должно произойти никаких ЧП, таких трагедий, которые произошли в Кузбассе. Ахава Дзариева в очередной раз рассказала молодым людям о том, как не оставить темных пятен в биографии. Старший инспектор напомнила, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а иногда даже с 14, и что в старших классах ребята уже несут полную ответственность за свои деяния. Определенные виды преступлений, по которым привлекаются с 14 лет. Это значит, может быть, кража. Обычно у нас в основном состоят ребята, которые совершили кражи по 158-й. Разные части могут быть и пункты. Это грабеж, разбой, ложный, значит, вызов о совершении террористического акта, умышленный угон автомашины, ну и другие преступления, еще там несколько преступлений. Поэтому, ребята, вы должны осознавать, что с 14 лет вы можете, значит, привлекаемы к уголовной ответственности. Основа наших, значит, всех разговоров и наших, то, что мы доводили о том, что у каждого человека свое должно быть собственное «я», от рождения и во взрослой жизни. И это «я» должно быть направлено на развитие, на созидание, чтобы делами молодежи, они своими делами, значит, радовали и своих родных, окружающих. Учиться на чужих ошибках, получать достоверные знания о религии, заниматься спортом и твердо стоять на ногах. Собравшись, пришли к выводу, что только так можно получить здоровое общество, свободное от влияния экстремизма. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. В Кантышево прошла акция «Повод для обгона». В связи с печальной статистикой дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции Ингушетии совместно с коллегами из Северной Осетии приняли участие в этой акции. Проводилась она на одном из оживленных участков движения в Кантышево. В программу мероприятия вошла раздача агитационных буклетов и проведение профилактических бесед с водителями. Программа нацелена на предотвращение аварий по причине нарушений правил обгона. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.